Владимир, по-вашаму, ці можна казаць, вот такая вострая ёсць, скажем, пастаноўка пытання, што все без выключэння сілавікі, якія сёння яшчэ працуюць на рэжым Беларусі, з'яўляюцца парушальнікамі законаў і правоў чалавека проста таму, што ім там працуюць. І, адпаведна, у будучым будуць павінны несці за гэта адказнасць. Ці так заявляць нельга, і трэба праводзіць пэўную розніцу, якую? Безусловно, там не все работают сотрудники, которые нарушали права человека, и невозможно всех только лишь по принадлежности к так называемым в Беларуси правоохранительным органам, всех их называть, там, например, карателями или преступниками. Это неправильно и, я бы даже сказал, контрпродуктивно. Безусловно, есть люди, которые не нарушали закон, есть люди, которые передают информацию, в том числе нам, Белполу, на основании которой делается большая работа, которая, опять-таки, передается независимым СМИ, которую публикуем мы, поэтому всех нельзя назвать преступниками. Однако, да, конечно, нам хотелось бы, чтобы людей с правильной точкой зрения, с правильной позицией было намного больше, но, увы, 30 лет режима Лукашенко, 30 лет диктатуры, это такой вот отбор произошел. Вы могли бы, может быть, трошки правесці нейкі аналіз працэнтаў, ці, конечно, немагчыма там сацыялогію правесці, но вашы назіранні з улікам вашага вопыта, вот тыя людзі, якія дапамагаюць вам на баку народа, гэта адзінкі, ці гэта нейка большы працэнт? Это не 1%, это не 2%, я бы сказал, наверное, может быть, это 10, 15, может быть 20, но опять-таки ситуации меняются и обстоятельства меняются. Но, повторюсь, самое важное, что эти люди есть, что эти люди передают информацию. Но, конечно же, минус — это то, что нам хотелось бы, чтобы этих людей было больше.